Ингушетия – единственный регион в стране, который досрочно завершил весеннюю призывную кампанию. От республики служить отправились 225 ребят. И, как отмечает военный комиссар республики, большинство сами захотели отдать долг родине. Служить наши ребята будут в Национальной гвардии, сухопутных, военно-космических и военно-воздушных войсках. Часть направит в военно-морской флот. Задание, которое было нам определено штабом округа, 220 человек, и в процессе было увеличено еще на 5 человек, мы выполнили в полном объеме. Все команды ушли у нас своевременно и укомплектованы были как количественно, так и качественно. Перед отправкой все призывники успешно прошли медкомиссию, но, к сожалению, немаленький процент негодных к военной службе. Граждан, которые по состоянию здоровья не подходят для прохождения военной службы, у нас очень большое количество. Связано это с тем, что эти граждане они на комиссии не являются, чтобы в последующем по достижению предельного возраста можно было получить военный билет как для годного, то есть для здорового. Но не понимают и не осознают того, что по достижению 27-летнего возраста, а в последующем это с 24 года срок будет увеличен до 30 лет, граждане в любом случае будут проходить медицинское освидетельствование. Сотрудники военкомата провели большую работу и для оповещения людей призывного возраста. Это подворные обходы, открытые беседы с призывниками, где обсуждалась возможность прохождения службы в рядах вооруженных сил России. Обратились мы к духовенству республики, общественным организациям, которые самостоятельно выезжали в населенные пункты, самостоятельно беседовали, то есть без представителей военного комиссариата. Они выезжали, беседовали с родителями, с юношами, которые подлежат призыву. Ну, наверное, и эта работа, она благотворно сказалась. И будем говорить так, я же еще раз повторюсь, что основная масса ребят у нас все, которые пришли, это ребята, которые с желанием уходили служить. Немало желающих в этом году пополнить ряды студентов военных высших учебных заведений России. Региону было представлено более 100 целевых мест от ведущих военных вузов страны. В их числе и военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Документы на поступление подали более 60 абитуриентов. Ребята, которые у нас поступают в военные учебные заведения, это ребята, которые находятся на полном государственном обеспечении. Это то же самое страхование их здоровья и жизни, то, что они полностью обеспечиваются обмундированием, питанием, и помимо этого им платят деньги в ходе обучения, бесплатно обучают, получают они две профессии, одну военную, одну гражданскую. Вместе со срочниками военкомат набирает и тех, кто желает служить по контракту. Дело это добровольное, возможность получить специальность, достойная зарплата и поддержка от государства. Это лишь часть преимуществ, которые дает контрактная служба военнослужащим. Заработная плата и соцпакет, который действует в вооруженных силах, он тоже также большой и объемный. Это и то, что подъемный. Сразу получает он, как только приказ, это 195 тысяч, ложится на его счет. Дети вне очереди принимаются в дошкольные и школьные учебные заведения. То, что их обеды, которые там дошкольных, они за них не платят. Их более 20 таких дополнительных гарантий, поэтому, будем говорить так, наверное, и количество граждан, которые изъявили желание служить по контракту, оно с каждым месяцем растет. В этом месяце у нас ушло более 50 человек на контракт. Ну а сотрудники военкомата напоминают, нести службу обязан любой гражданин, достигший 18 лет. За уклонение от армии следует штраф в размере до 200 тысяч или лишение свободы на срок до 2 лет. Зелимхан Калоев, Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.